Добрый вечер. Как всегда, в это время на канале АТР программа «Оккуповані», в которой мы будем обсуждать, что же случилось на оккупированных территориях Украины, в тех районах, которые временно не подконтрольны Киеву. И, как всегда, в первую очередь наше внимание будет приковано к событиям на Донбассе, потому что там, как вы знаете, тоже ситуация, как в Крыму, достаточно трагична. Сейчас мы в эти дни отмечаем и будем отмечать годовщину захвата Крыма, оккупации Крыма. Ну а вскоре, всего лишь через пару недель, будем отмечать годовщину начала событий и в Донецке, в Луганске, антиукраинских бунтов и восстаний, которые позже привели к войне. И сегодня мы начнем с одного из главных действующих лиц тех событий, с Павла Губарева, который, собственно, и стал известен не только, наверное, на всю Украину он прославился, но и на весь мир в тот момент, 4 года назад. Это, напомню, человек, который объявил себя народным губернатором, пообещал в свое время жителям Донецка, созывая их на митинги, что вот-вот, значит, в Донбасс войдут российские войска, точно так же, как они вошли в Крым, и потом Донбасс будет точно так же присоединен быстро к России. И таким образом люди, поверив в это, выходили действительно вот пророссийские граждане, думая, что вот они, если выйдут на улицу, то приблизят вот этот сценарий, реализуют его точно такой же, как в свое время был тогда, в те дни реализовывался в Крыму. Но, как известно, ничего подобного не было. Павел Губарев обманывал людей, фактически занимался такими провокациями. И интересно было бы спросить сейчас вот участников тех событий, пошли бы ли они вообще вот на вот эти все митинги, если бы знали, что никто их не возьмет, если бы знали, что Россия бросит их под пули, что начнется война и так далее. Но это все мы будем обсуждать подробно еще через пару выпусков. А сегодня мы поговорим про бизнес Губарева. Дело в том, что Павел Губарев 4 года назад был, собственно, никем, его толком никто в Донецке не знал, был он известен только в узких кругах, занимался каким-то бизнесом, но, скажем так, не был владельцем заводов, газет, пароходов, сетей супермаркетов и так далее. Сейчас же положение его материальное совершенно другое, то есть очевидно, что эта вся история, которая произошла в 2014 году с Пашей в Донецке, она имела явно такой корыстный подтекст, потому что сейчас Губарев фактически является негласным владельцем сети супермаркетов «Семерочка» в Донецке. Я немножко расскажу подробнее об этом, чтобы было понятно, о чем идет речь, предыстория этого всего. Еще в 2014 году, когда многие украинские сети фактически вынуждены были там закрыть свои магазины, не смогли продолжать работу в Донбассе, такие как Foxtrot, были Амсторы, были другие магазины. Эти магазины, собственно, эти заброшенные супермаркеты стали забирать, захватывать и отжимать представители ДНР в Донецке, а в Луганске, соответственно, ЛНР. Мы как-то уже обсуждали тут луганские супермаркеты, мы говорили о том, в каком они бесхозном состоянии, что очень многие из них так и не открылись, стоят разграбленные, заброшенные. В Донецке тоже некоторые супермаркеты постигла похожая участь, но самые, так сказать, лакомые из них все-таки не стоят, не пустуют сейчас, они были захвачены разными группировками. В одних открылся так называемый Первый республиканский супермаркет, где-то в бывшем метро открылся мост, в других магазинах пооткрывались другие сети, точно так же фактически принадлежащие и контролирующиеся теперь боевиками. Но помимо прочего заработала в Донецке и такая сеть супермаркетов под названием «Семерочка» в бывших магазинах Foxtrot и Амстор. С самого начала стали бродить активно такие слухи о том, что эта сеть магазинов принадлежит Губареву, что именно Губарев ее контролирует, Губарев организовал этот захват этих помещений, но, понятное дело, официальных подтверждений не было, ну и вообще, когда мы говорим о ДНР, ЛНР, что-то официально, вообще слово официально, оно очень сложно применимо, но, тем не менее, даже вот по этим законам ДНР эти магазины были оформлены на другого предпринимателя, который, в общем-то, оказался, как выяснилось, говорили о том, что это какой-то родственник Губарева и так далее, но фактически выяснилось, и вышло вот на днях интервью, в котором Павел Губарев подтвердил, что да, действительно, этот человек, его хороший знакомый. Вот давайте посмотрим видео с открытия. Дело в том, что вот открытие этих супермаркетов, оно
транслировалось по донецкому телевидению как ну, некое достижение, да, что вот открылся целый супермаркет. Такое, наверное, сложно представить на украинских телеканалах, но в Донецке вот это показывают. Причем показывали открытие «семерочек», конечно же, на телеканалах, которые принадлежат Павлу Губареву. То есть это канал «Новороссия», а также об этом писали в ДНР Live. Это такой медиаресурс сетевой, который тоже принадлежит Губареву и который тоже подает события так, как это выгодно ему. Давайте посмотрим сюжет сепаратистского канала об открытии одной из «семерочек». Интересно, потому что здесь фигурирует вот этот непосредственный человек, друг Павла Губарева, Андрей Дундуков, который до войны работал обычным менеджером в одном из супермаркетов АТБ. То есть был, в общем-то, никем, не владел никаким большим бизнесом, был наемным сотрудником, получал фиксированную зарплату. И вдруг внезапно, уже в 2015 году, этот же Андрей Дундуков магическим образом становится владельцем целой сети супермаркетов. Ну, правда, который он не строил, как говорится, не открывал, а просто захватил. И сразу поговаривали, что явно же за Дундуковым стоит кто-то, потому что, ну как может простой наемный работник из АТБ что-то вот таким образом открыть за свой счет, завести какие-то товары, забрать помещение. Вообще в Донецке, в Донецке, который есть сейчас, ну что-то просто так прийти, забрать, арендовать непосвященному человеку со стороны, ну, сами понимаете, невозможно. То есть это нужно иметь какие-то связи. И вот буквально на днях вышло интервью Павла Губарева на его же сайте DNR Live. То есть Паша фактически дал интервью сам себе. И в этом интервью он же подтвердил, ну, видимо, потому что там часто задавался вопрос, принадлежит ли «семерочка» Губаревым, и Паша Губарев решил ответить в этом интервью, что нет, «семерочка» ему не принадлежит, но при этом он подтвердил, что она принадлежит его другу, которого он знает уже лет 15. Ну, таким образом, можно, так, скажем так, сделать очевидный вывод, что кому война, а кому и мать родна. То есть, если уровень жизни большинства людей, конечно, ухудшился, если большинство людей потеряло работу, либо очень сильно стало получать урезанную зарплату, кто-то вообще лишился, скажем так, даже возможности по своей специальности работать, вынужден был уехать, то как раз вот у организаторов ДНР почему-то вот все хорошо по какому-то магическому стечению обстоятельств. Вот и Губарев стал владельцем сети супермаркетов, хотя всего несколько лет назад, до войны, занимался тем, что работал тем же Дедом Морозом, ходил, организовывал утренники и так далее. То есть видим какой-то удивительный карьерный взлет, куда там тому Илону Маску, да, и можно сравнить, например, с тем же Безосом, который из ничего построил свою империю Амазон, но вот в Донецке все это строится, конечно, совершенно иначе. И ну, теперь очевидно, наверное, какими мотивами руководствовались все эти люди, потому что за каждой сетью супермаркетов, заправок, за многими предприятиями фактически сейчас стоят люди с конкретными фамилиями. Это люди высокопоставленные, люди из структуры под названием ДНР. Ну а дальше мы через небольшой перерыв продолжим говорить о Губареве и о его взаимоотношениях с другими боевиками. В том же интервью, о котором мы уже говорили, в котором Губарев говорил о «семерочке», Губарев также вспомнил и о другом влиятельном ДНРовце, полевом командире Александре Ходаковском, который также с первых дней событий на Донбассе, март-апрель 2014 года, собственно, прославился, выдвинулся на передний план. Многие тогда прочили ему, именно ему, что он возглавит ДНР, возглавит боевиков. На тот момент, напомню, что никакого Захарченко еще не было в помине весной, его никто не знал, никто не понимал, кто это вообще такой, но так получилось, что вот в вихре
интриги. В итоге Ходаковского сместили, и в итоге вышел на передний план тот, от которого этого никто не ожидали. У Губарева с Ходаковским давний конфликт. Вот мы видим сейчас кадры, это кадры из Ясиноватой. Дело в том, что пару лет назад Губарева назначил Захарченко в Ясиноватую, ну, так сказать, мэром, да, возглавлять этот город. В то же время там уже был, во главе города стоял другой человек, это был человек Ходаковского. Мы видим, там люди держат его портреты. И здесь была довольно интересная сцена, когда народному губернатору, за которым раньше там ходили толпы людей, как он себя называл, да, народный губернатор, народный лидер, теперь вот ему навстречу вышла эта вся толпа, которую вы видите на видео, но эти люди были настроены не благосклонно к Павлу Губареву, они как раз его вот выступали очень жестко против него, они его выгоняли из города, они кричали, чтобы он уезжал. В общем, его была популярность как-то резко растворилась. Ну, понятно, что за этими акциями стоял Ходаковский, человека, которого хотели сместить из Ясиноватой. То есть начались такие стычки, бои локального характера, я имею в виду баталии, да, не на поле боя, а политические баталии. Ходаковский называл Губарева такой торпедой Захарченко, что Захарченко якобы его специально натравил, чтобы вот обострить этот конфликт. Ну и в итоге Ходаковского сбили из Ясиноватой, но вместо Губарева потом там прислали другого человека. И Паша Губарев, видимо, не забыл об этой истории. Ну и, может быть, и другие какие-то у них есть моменты, которые сейчас их разделяют, да, которые становятся таким камнем преткновения между ними. Потому что в своем интервью Губарев раскритиковал жестко Ходаковского и стал говорить о том, когда его спросили, а кто же возглавит ДНР в будущем, потому что там на 2018 год вообще-то намечаются выборы. Ну, мы можем там говорить, что это выборы в кавычках, но тем не менее, судя по постам в социальных сетях того же Ходаковского, да, того же Губарева и других активных деятелей ДНР, эти люди верят, что выборы все-таки реально какие-то будут. И, возможно, это действительно так. Может быть, действительно кураторы решили сыграть в демократию, то есть, может быть, Захарченко им разонравился, они решили посмотреть реальный уровень народной поддержки. В конце концов, я думаю, для России не так важно, кто возглавит ДНР, будет ли это Ходаковский, будет ли это Захарченко, или еще кто-то, может быть, там очередной какой-то человек из этого логического ряда. Я думаю, что кто бы ни возглавил, он все равно будет полностью зависим, полностью подконтролен России. И как раз вот ни один из вот этих так называемых кандидатов ни в коем случае не оспаривает, да, не критикует российское руководство, не говорит, что мы там должны быть как-то более самостоятельны, меньше должны зависеть от кураторов. Ничего такого они не говорят. Все они декларируют полную, такую полнейшую верность России, российским кураторам, российскому президенту. Но, тем не менее, вот они грызутся и постоянно вспоминают выборы грядущие. Я думаю, что нас ждет интересное, увлекательное шоу. Ходаковский все время об этих выборах пишет, он всерьез думает выдвигать свою кандидатуру как оппозиционный кандидат и рассчитывает, наверное, выиграть, потому что, ну, если говорить честно, то популярность Захарченко, она, конечно, никакая. Не знаю насчет популярности Ходаковского, там нет вообще никаких социологических опросов, да, их и не может быть никаких честных, никто их не публикует. Но, судя по тому, что пишут, вообще, судя по настроениям людей, людям категорически не нравится Захарченко, и категорически не нравится то, что происходит сегодня в Донецке, некогда зажиточном городе, богатом городе, успешном городе. Паша Губарев написал, что Ходаковского ни в коем случае нельзя допускать к власти, потому что он мстительный, потому что он злобный, злопамятный, ну и там наградил его таким рядом очень нелицеприятных эпитетов в своем интервью. Это интервью, оно там разошлось, я видел, что люди, ДНРовцы, да, там, или те, кто поддерживает ДНР из России, вот они тоже спорили вообще, а что же это было, прав ли Губарев. Я видел такое мнение, что, значит, ну, понятно, Губарев явно не сам руководствовался какими-то своими задачами, когда нападал на Ходаковского, это был, наверное, такой маневр в пользу Захарченко. И люди вот сделали такой вывод, что Губарев будет, конечно, работать против Ходаковского, то есть между ними не может быть никакого альянса на будущих выборах, то есть все мосты фактически после этого интервью сожжены. Ну, на самом деле, я не думаю, что там действительно Губарев играл какую-то такую роль, что он мог являться каким-то самостоятельным политическим игроком, особенно вот учитывая то, о чем мы говорили как раз буквально 5 минут назад. То есть, если Губареву позволили забрать сеть супермаркетов, управлять ей, зарабатывать на этом деньги,
то, очевидно, от него требуется лояльность. То есть нельзя просто так взять, вести такой бизнес, да, фактически за счет чужой собственности, которую забрали, которую не создали, не построили. Нельзя просто так вести бизнес ДНР и, соответственно, никаким образом не взаимодействовать с Захарченко, критиковать его и быть не лояльным генеральной линии партии. Ходаковский, он, в принципе, тоже не смолчал, он ответил. Это уже действительно не первая ссора между ними. Ну и Ходаковский, у него такой стиль, такой достаточно витиеватый стиль, в своем традиционном стиле, в каком он обычно пишет свои блоги, свои записи делает. Он, значит, не называя имени Губарева, написал, тем не менее, что люди, которые мне ставят диагнозы, там, играют психоаналитиков, они, в общем-то, получат ровно то, что заказывают. То есть намекнул, что именно вот он и будет по отношению к Губареву мстительным, злым, именно таким, каким его Губарев описал. Ну, это интересный, конечно, момент. Я думаю, мы будем продолжать следить за этими событиями, которые развиваются между ними. Можно ждать, что, наверное, прилетит и какая-то ответочка, потому что уже не раз поговаривали, что вот тот компромат на Захарченко, который появлялся каким-то образом в сети, какие-то видео с камер наблюдений, когда его брат, например, порезал официанта, какие-то его, скажем так, критика, какой-то инсайт, это все, в общем-то, сливалось благодаря Ходаковскому, который по-прежнему остается достаточно влиятельным там. У него много людей, которые ему, в принципе, симпатизируют в той структуре ДНРовской. Поэтому я думаю, что он тоже, наверное, что-то нам покажет и на Губарева, возможно, учитывая, что там подковерные все эти дела, они очень грязные, они очень, скажем так, подлые, да, то есть все люди, которые там когда-то говорили о том, что они за русский мир, за идею и так далее, за Россию-матушку, как оказывается, на поверку сейчас владельцы шахт, владельцы каких-то коррупционных схем, владельцы отжатых супермаркетов, так что на каждого, я думаю, там есть компромат и не шуточный, и я думаю, что если Ходаковский захочет, он, конечно, этот компромат найдет. Ну, а мы сейчас перенесемся в Луганск и поговорим о таком веселом событии. Наверное, оно получилось таким, наверное, где-то даже таким трагикомичным. Мы поговорим о том, как в этом городе отметили День Святого Валентина. А в Луганске на День Святого Валентина раздавали не валентинки, а сталинтинки. То есть это в пику, значит, западному буржуазному празднику вместо сердечек с любовными поздравлениями, там, амурчиками и так далее раздавали. Вот стояли такие замечательные молодые люди с коммунистическим флагом и раздавали сталинтинки. Это были такие сердечки с изображением. На них там, значит, был портрет Сталина, и мы сейчас увидим крупным планом, да, там Сталин, Ворошилов. И, значит, идет отсылка к 14 февраля. Это день, действительно, 14 февраля, это день освобождения Луганска. То есть это день, когда Луганск был зачищен от немецких войск советскими войсками, и, соответственно, вот эта история, она подчеркивает, замысел понятен, да, что отметем буржуазный праздник, что нам есть праздновать, у нас есть свои даты, которые мы должны отмечать. Понятно, опять же, почему там портрет Ворошилова. Дело в том, что Луганск когда-то назывался Ворошиловградом, и Ворошилов, в общем-то, там родился когда-то, поэтому в Луганске стоят ему памятники, и люди там, скажем так, наверное, это помнят, играют на такой вот советской ностальгии. В целом, конечно, событие довольно-таки безумное, но это, я должен сказать, абсолютно в стиле Луганска, потому что Луганск, он еще с давних-давних пор, когда еще там полностью была украинская власть, он всегда нас радовал какими-то совершенно безумными событиями. Там всегда происходило что-то такое, что, о чем говорили за гранью, да, здравого смысла. И вот сейчас мы видим очередное такое неординарное событие. Конечно, оно в чем-то комичное, можно над этим посмеяться. В социальных сетях растянули эти картинки, там сделали демотиваторы, обсуждали много очень эту историю. Но на самом деле, конечно, это еще и грустно, потому что все-таки мы видим, как людям промывают, наверное, мозги, потому что, казалось бы, более безобидного праздника, чем День Святого Валентина, такого, скажем так, деидеологизированного, да, вообще сложно найти. То есть это же ведь не
какой-то праздник, который воспевает, например, американскую армию, да, какие-то американские ценности и так далее. И нет, это праздник, по сути, влюбленных, и неудивительно, почему он прижился-то, в общем-то, так в наших широтах. Но почему-то вот ему объявлена такая настоящая война. Это не первый раз уже вот такие проводятся какие-то акции, направленные против этого Дня Святого Валентина. Очень много я встречал в социальных сетях Луганска, да, тоже демотиваторов, всяких картинок оскорбительных, призывающих людей не праздновать День Святого Валентина. Но вот, к сожалению, люди считают, что раздавать портреты Сталина — это как-то, наверное, более духовно, это больше соответствует ценностям луганчан. Ну, конечно, я думаю, что с таким подходом все там будет и дальше очень печально, потому что если в головах как бы такая разруха, то, конечно, говорить о деоккупации Луганска рано, потому что оккупация, она в первую очередь вот и начинается как раз, наверное, с менталитета, с разума людей. Ну, а мы сейчас как раз поговорим подробнее об оккупантах и о таком конфузе, который произошел с бывшим народным депутатом Украины Олегом Царевым. Мы немного говорили в прошлой программе о ситуации в Сирии, где наемники ЧВК Вагнера погибли, и там среди них было очень много людей, которые воевали в Донбассе. Ну, точнее, как это, практически все, кто погиб, они имели опыт войны как в Сирии, так и в Донбассе. И сейчас мы посмотрим, что по этому поводу думает Олег Царев. А Олег Царев на своем персональном сайте взял и так на голубом глазу написал, что эти все ребята из Донбасса, которые поехали в Сирию, не были никакими наемниками, и вообще называть их наемниками некрасиво. Не надо их называть наемниками, написал Царев. Он написал такую статью, в которой, значит, слово заголовок наемники, да, он был под вопросом. То есть наемники, написал Царев, и он, значит, в этой небольшой заметке написал, что, безусловно, этих всех людей, которые из Донбасса поехали в Сирию, а он подчеркнул, что поехали в Сирию они именно из Донбасса, его знакомые там якобы погибли, как он написал. Он написал, что их нельзя считать наемниками, потому что поехали они по приказу, не сами, не за деньги, не за длинным рублем, как написал Царев, а получили приказ. И, правда, он не уточнил, от кого они получили приказ, но тут дальше мы сейчас сделаем сами, как говорится, логический вывод из этого. И там Царев написал много пафосных вещей, что, значит, люди, которые, значит, дай бог, чтобы у России остались еще люди, которые вот выполняют также беспрекословно приказы, едут туда, где они нужнее. Но интересный момент, да, вот мы видим кадры Царева в 2014 году. Тогда он пытался взять под свой контроль эти события, которые происходили на Донбассе, возглавить их. Мы помним, что стал величать себя в какой-то момент главой парламента Новороссии, несуществующего, который никогда нигде не собирался, поскольку и самой Новороссии никогда не существовало. И вот теперь Царев фактически спалил контору, что называется, как об этом пишут, то есть сдал российских военных, потому что, я думаю, несложно же прикинуть, да, и провести такой логический ряд, что раз некие люди в Донбассе получают приказ ехать в Сирию и едут в Сирию, они не являются при этом наемниками, то это российские военные. Другого ничего не может быть просто-напросто, потому что если люди из Донбасса выполняют приказ российского командования, российских офицеров, значит, эти люди им подчиняются. Соответственно, это никакие не ополченцы, это никакие не простые шахтеры и трактористы, как их там называли, да, которые там сами по себе воюют, совершенно независимо от России, совершенно там Россия к ним, значит, никакого отношения не имеет. Нет, эти люди, как мы видим, они воюют одни и те же, да, товарищи в Донбассе и в Сирии, и в Сирии при этом Россия своего присутствия не скрывает. На самом деле, пост Царева, он разошелся, его стали обсуждать, тоже, значит, в основном там украинская благосфера, а российская сторона сделала вид, что не заметила этого. И тут интересный момент, да, что мы так потихоньку, по крупицам собираем вот такие данные, собираем вот такие посты, которые нам
являются такими косвенными, иногда прямыми, иногда косвенными доказательствами того, что Россия все-таки воюет в Донбассе, там есть российские военные. Возможно, они и не называют себя российскими военными, то есть они называют себя ЧВК, они там неофициально, но мы понимаем, что да, это такие российские военные, которых, как говорит Царев, посылает непосредственно Россия, да, отдает им приказы непосредственно России. И тут интересно, конечно, вспомнить такую историю. Недавно на одном из украинских телеканалов вышло интервью с Еленой Бондаренко, она бывшая однопартийка и коллега по фракции Царева. Они были вместе в партии регионов, и Елена Бондаренко как раз очень много рассказывала и отрицала, говорила, что нет никаких российских войск в Донбассе, все это неправда, все это инсинуации, ложь Порошенко и так далее. Ну вот, а ее коллега по фракции, по сути, признает, что люди, которые получают приказы из России и по этому приказу поехали воевать и умирать в Сирию, все-таки такие люди там есть. И, конечно, после таких заявлений, как у Царева, как вот это, которое сделал Царев, все сложнее и сложнее будет отрицать, очевидно, отрицать вот эти истории и говорить о том, что их там нет. Да, как говорится, это уже превратился в такой мем. На самом деле, все-таки, как видим, они там есть, и новые узнаются, всплывают фамилии погибших, они их выкладывают в интернет, в открытый доступ, личные данные этих людей, которые поехали, которые воевали в Донбассе, поехали в Сирию. Вышла буквально сегодня статья интересная на российском ресурсе «Новая газета», где рассказывалось о том, как этот погром непосредственно произошел, разгром вагнеровцев. Кому интересно, почитайте. Вот. Ну, а мы, наверное, возможно, еще вернемся к этой теме, потому что тема интересна, она напрямую касается Донбасса. Возможно, дальше, опять же, какая-то еще всплывет информация о людях, которые воевали и там, и там. Ну, а пока мы снова вернемся в ДНР и поговорим о том, вот как там восстанавливается разрушенное жилье. В Дебальцево случилась на этой неделе также такая трагикомичная история. Комично, потому что все смеялись, а трагично, наверное, потому что на самом деле ничего смешного в ней нет. В Дебальцево боевики ДНР, руководство этого города, которое там есть сейчас, выпустило такое заявление, что в городе восстановлено было 1000 домов, которые были разрушены в период 14-15 годов, зимой как раз вот. Тоже недавно мы отмечали годовщину захвата Дебальцева, Углегорска, это было в феврале 2015 года, и сейчас мы как бы видим, что боевики рассказывают, что якобы они восстановили, вот они ведут восстановительные работы, они отстраивают здания, ими же, кстати, и разбитые, разрушенные, потому что мы понимаем, что если в Дебальцеве и Углегорске стояли украинские войска и защищали эти города, то понятно, кто атаковал. Понятно, кто обстреливал позиции ВСУ, и понятно, кто стрелял по этим городам. И интересно, сейчас можно посмотреть, ну, давайте вспомним вообще, как это было, да, вот как кто стрелял по этим строениям, по жилым домам. Мы видим россиян, вот они совершенно не стеснялись этого, они фиксировали это на видео и фиксировали, как в том числе по многоэтажкам ведется огонь из артиллерии. Укропы, привет! Он по верхним этажам лупит, придурок. Ай-яй-яй! Смотри, аж с этого полетело, с подъезда, видит окна. Там такая поражающая, ты че вообще ужас? Ниже надо, ниже. А там за этим зданием ведь наше, по-моему. Перелетает, да. Ну, видно, что весело было ребятам, хотя видео в целом-то довольно страшное. Мы не знаем, находился ли кто-то в это время там, в том доме, который обстреливался. Успели ли люди, которые там жили, спуститься в подвалы, спрятаться или куда-то уехать, или они находились в это время в своих квартирах. Мы понимаем, что никто, конечно, не сказал этого потом, позже, да, то есть были жертвы, их достаточно много. Среди мирного населения в результате этих действий военных, в результате их захвата, но понятно, что мы видим вот такие только обрывки видеозаписей.
И только по ним можем составить общую картину того, что же происходило. Мы видим, что на самом деле вот эти гражданские объекты, жилые дома уничтожались без всякой жалости, без всякого сожаления. И, конечно, Дебальцево и Углегорск, после того, как их покинули украинские военные, как туда зашли россияне, они выглядели жутко. То есть это было совершенно разрушены такие населенные пункты, и по масштабам это, конечно, существенно превосходило, например, тот же Славянск, которым тоже там велись бои, и украинская артиллерия там обстреливала окраины этого города, и были поврежденные строения, но, конечно, до таких масштабов там и близко не доходило. И сейчас можно, скажем так, почитать комментарии людей, мы их так заскринили и покажем. Отчиталось, наконец-то, спустя 4 года вот, правительство ДНР о том, что якобы восстановили эти все дома, но люди там просто, кому видно, комментарии, там одни, в общем-то, возмущенные комментарии, никто совершенно не верит в эти цифры, говорят 1000, да вы что, с ума сошли, хорошо, что там, если домов 50 каких-то объектов восстановили, что ничего подобного нет, что на самом деле просто вот назвали такую цифру для красоты. Очевидно, что люди не согласны с этой историей, но, с другой стороны, конечно, никто ничего не может сделать, никто ничего не может противопоставить этому вранью, потому что удобно врать, когда ты знаешь, что ты несменяем, что люди тебя не выбирают. И, соответственно, у тебя как бы никто тебя не снимет с твоего поста, пока так не решит вышестоящее начальство. К слову, в Дебальцево за вот эти последние 4 года сменилось то ли 4, то ли 5 мэров, как их назвать, мэрами сложно, это были такие градоначальники, причем некоторые из них прям вообще вот просто исчезли куда-то. Вот был такой Рейнгольд, например, долгое время он позировал, там его фотографировали, значит, он постоянно выкладывал какие-то фотографии, как он проводит встречи с народом в своем кабинете, а потом в один момент он просто исчез, и без объяснения причин его поменяли на другого человека. Его, кстати, судьба совершенно непонятна, то есть жив он, не жив, на подвале сидит или просто где-то гуляет по улицам, то есть о нем теперь больше никто ничего не пишет, нет его фотографий, он совершенно пропал из публичного пространства, и беда в том, что там довольно часто происходят такие истории, и, конечно, о чем можно говорить, сами понимаем, какая там жизнь и какой там режим. А вообще, что касается восстановления, то до сих пор можно на фотографиях из этих городов, из Дебальцева, Углегорска, увидеть, что состояние их на самом деле мало поменялось. Некоторые дома действительно были восстановлены, особенно те, которые находились там в центре города, но очень много разрухи. Например, в Углегорске была такая легендарная многоэтажка, полностью выгоревшая, разрушенная, которая попала на многие фотографии. На ее фоне фотографировался, в частности, тот же Захарченко. Но ее решили не восстанавливать, а, например, полностью снесли, ее развалили. И сейчас на месте этой многоэтажки пустое место. Может быть, это тоже, конечно, записали себе в актив, как восстановленное здание, но на самом деле оно не восстановлено. В бедственном положении абсолютно разрушенный, пустой стоит железнодорожный вокзал Углегорска. Это буквально недавно свежие фотографии. Мы видели разбитое, выпотрошенное здание, и, соответственно, достаточно печально там живется до сих пор. Многие люди как-то уехали из этих городов тогда, в дни боевых действий, так решили больше не возвращаться. Конечно, понятно, что в СМИ ДНР совершенно изображает другую реальность. В СМИ там сплошные победы, тысячами строится новое жилье, возводятся новые квартиры, значит, жить становится лучше, веселее и так далее. И главное, ты не возразишь, потому что никакой другой информации-то нет. Мы не можем найти альтернативные, скажем так, настоящие цифры, и, соответственно, некому их даже в ДНР, ЛНР опубликовать. Остается только вот такие возможности, как наша программа. Мы отслеживаем только реакцию местных жителей в соцсетях и можем на основании этой реакции делать какие-то выводы. А дальше мы поговорим о последнем сюжете. Пришла очередная порция гуманитарки в ЛДНР, в Донбасс, но на этот раз не от российского правительства, а от одного из кандидатов в президенты России. Сейчас мы поговорим об этом подробнее. Такой кандидат в президенты России Павел Грудинин, который баллотируется от коммунистической партии
России сейчас вместо Зюганова решил направить в Донбасс гуманитарную помощь от коммунистов, наверное. Ну, по крайней мере, она была помечена листовками коммунистической партии. Уже раньше КПРФ отправляла гуманитарку, но на этот раз решил попиариться перед выборами Грудинин. Это все очень пафосно отправлялось, выходили такие сюжеты на российских телеканалах, потом их же показывали на телеканалах ЛНР, ДНР, как, мол, помогает Россия, помогают российские политики, вот посылают еду постоянно, значит, мы не одни, мы не в беде. Но когда эта гуманитарка пришла, выяснилось внезапно, что на самом-то деле эта гуманитарка просроченная, многие пакеты повреждены, мышами поедены и так далее. То есть отправили, в общем-то, шлак, наверное, который ничего не стоил. И вот таким, как бы, низкосортными продуктами, которые не жалко, видимо, вот за счет таких подачек и завоевывает себе сегодня популярность российские политики. Давайте посмотрим видеосюжет об этой гуманитарке, которая прибыла в Донбасс. И этот конвой еще раз показывает то, что мы едины в желании помочь тем, кто попал в тяжелую жизненную ситуацию. Сюжет снят не в Украине, это сюжет, который снимали в самой же России. Ну и в Донбассе, вероятно, вот репортеры, которые это все увидели, мы видим эти лопнувшие пачки, дырявые мешки с макаронами, прогрызанные крысами там или кем-то. Но вот вместе с тем такие пафосные таблички, вот, да, листовки, как всегда, бывает, это не только в России, не забыли приклеить, попиариться, конечно, выложить фотографии и так далее. Вот даже целый мешок листовок. Непонятно зачем. В Донбассе, наверное, не будут голосовать на российских выборах, хотя некоторые, наверное, россияне там есть, и Грудин, видимо, тоже понимает, что они там на самом деле есть, поэтому, видимо, для них и приходит эта агитация. Но видим, что сели в лужу они с этой поставкой гуманитарки. На самом же деле это очень часто бывает, потому что я постоянно читаю в этих пабликах то, что пишут люди. Очень много пишут негатива именно по качеству гуманитарки, по качеству тех продуктовых наборов, которые раздаются. Понятно, что они выдаются людям бесплатно, и, соответственно, ну, как говорится, да, сложно критиковать то, что досталось тебе бесплатно, дареному коню, зубы не смотрят. Ну, видимо, на это и есть расчет, дают самое низкокачественное, дешевое и на самом-то деле не всегда даже пригодные к употреблению продукты. Мы видели раньше, постоянно там то демонстрировали детское питание, просроченное, вздутое, консервы с плесенью и так далее. То есть, ну, попиариться-то, конечно, на войне и отправить какие-то мешки с продуктами, которые, в общем-то, стоят, наверное, копейки для всех этих кандидатов, в России не забывают, но на реальное положение вещей, конечно, это мало влияет, никак благосостояние людей, никаким образом все вот эти поставки и подачки не улучшают, и мы можем, ну, даже, наверное, сам факт того, что до сих пор туда приходит гуманитарка, что люди нуждаются в таких продуктовых наборах, в таких подачках, вот такой гуманитарной помощи, хотя уже 4 года прошло с момента начала военных действий, и 3 года уже нет активных военных действий. Наверное, сам этот факт говорит о многом. Хотя, о чем мы говорим, вот, как оказывается, в Приднестровье даже до сих пор приходит гуманитарная помощь из России, хотя там война закончилась 25 лет назад. Ну, на сегодня это, к сожалению, все, о чем мы успеваем рассказать. Много интересного происходит в Донбассе, много интересного должно произойти на следующей неделе. Мы, как всегда, будем с интересом этого всего ждать. И, как всегда, самое интересное обсудим здесь, на канале АТР, в следующую среду, в это же время, наше традиционное время. Ну, а пока я говорю вам спокойной ночи.